По информации министерства, в 2022 году внешнеэкономический оборот достиг почти 40 миллиардов рублей, на 14 миллиардов больше, чем в 2019 году. Как вы оцениваете эти показатели? Как вообще рассматривать эти цифры? Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, это хорошо, что растет внешнеэкономическая деятельность. Но здесь есть одно но. Если вот дальше посмотреть нас, вот, из общей суммы на экспорт в прошлом году пришло всего 7 миллиардов рублей. То есть из почти 40 миллиардов рублей экспорт составил всего 7 миллиардов рублей. Это получается где-то 20%. А 77% это импорт. Но это, знаете, значит, здесь, который особо не вникается в этот вопрос, можно он сказать, все хорошо. А кто вникается, этот вопрос стоит такой, как национальная экономическая безопасность. Потому что у нас растет импорт, а экспорт у нас не растет. Какие последствия этого процесса, на ваш взгляд, вот когда увеличивается объем импорта и уменьшается экспортная деятельность? Ну, мы же здесь, как я уже подчеркнул, здесь, значит, любое государство, любая страна должна обеспечить себе национальную экономическую безопасность. Но у нас, естественно, учитывая, что экспорт всего 7% составляет, остальное все импорт. А если будет импорт дальше расти, как будет решаться вопрос экономической безопасности? Вот всего. Вот как экономист, если вот на все это смотреть, на ваш взгляд, вот это звонок, да, сигнал для и Министерства экономики, для правительства? Значит, любое государство старается, чтобы сохранить баланс. Баланс что такое? Значит, почти 50 на 50% импорт, который покрывается 50% экспорта. Если такое соблюдение, тогда, значит, государство не беспокоится о своей экономической безопасности. Здесь есть вопросы, которые связаны с экономической безопасностью. Вот мое мнение такое. Хутам Суратович, вот и данные по средней заработной плате бюджетников в Абхазии. В 2022 году, также по данным Министерства экономики, зарплата средняя достигла 20 тысяч примерно рублей, и рост в сравнении с 2019 годом составил в среднем 5,6 тысячи. При этом занятые в экономике в прошлом году в среднем получали 16,2 тысячи. Как вы эти данные оцениваете? Ну, знаете, значит, опять же, говорят, это сухие данные, которые, значит, выглядят очень хорошо. Почему хорошо? Значит, если, скажем, вот я сейчас смотрю, которые цифры представили, в 2019 году средний заработок в экономической сфере было почти 11, даже меньше 11 тысяч, а в 2022 году стало 16. Это очень хорошо, с одной стороны. А что в бюджетной системе больше, это всем понятно, потому что работникам бюджетной системы и Российской Федерации за последние 3 года, вот я работаю в университете, они каждый год повышают наши зарплаты за счет финансирования из России. Да, из России. А если посмотреть, значит, с другой стороны, вы знаете, когда говорят заработная плата, вот недавно столкнулись с такими проблемами, что одни и те же лица работают в 3, 4, 5 организациях. Они зачислятся на полную единицу. Значит, вообще положение, один человек может работать только на 1,5 ставки, независимо, где он работал. И поэтому, когда показывает уровень безработицы, значит, вот я смотрел вот, по всем, значит, источникам, потому что источники бывают разные, от разных организаций. Эти цифры не совпадают, во-первых, не совпадают. Во-вторых, сегодня никто не занимается, на мой взгляд, конкретно выяснить, сколько же нас безработных в Абхазии. И вроде все нормально, да, и 20 тысяч хорошо. Но я, например, вот сейчас в университете, я работал в Московском университете, государственного строительного университета. Приехал сюда в 2017 году. По сравнению с 2017 годом намного повысилась заработная плата. Ничего не могу сказать. То есть вроде, значит, работники университета должны быть. Но у нас есть другие сектора экономики. Потому что я обеспечен, скажем, это нормально, но я же вижу, у меня соседи, есть родственники, как они обеспечены. Поэтому еще у нас есть такие сферы экономики, где получается 6 тысяч, 10 тысяч, ну никак не 16 тысяч. Вот это когда выводят среднего, вот еще раз подчеркиваю, значит, здесь не учитывается на таких там единицах, к сожалению, по Абхазии, когда некоторые здесь кредит работает 10
так на полмедицинства. Они могут получать, скажем, вот в 5 организациях этой работы по 16 тысяч получил, уже можно нормально жить. Вот. Кроме этого, вот в 2025 году Абхазия должна перейти максимально на собственное обеспечение без вот такой поддержки от Российской Федерации. И вот программа развития, программа поддержки со стороны России, она рассчитана до 2025 года. И вот это софинансирование зарплат идет тоже в рамках этой программы. То есть бюджетники, которым повысили сейчас зарплату, это бременем будет для собственного бюджета страны в 2025 году. Учитывая вот те показатели, которые сейчас есть ли возможность бюджету самостоятельно обеспечить выплаты вот этих заработных плат в будущем? Значит, для того, чтобы на ваш вопрос ответить, значит, должны мы знать цифры. Сколько у нас рост экономики по таким показателям, как ВВП, ВНП, ВВП на душу населения, национальный доход. На этих цифр здесь, не имея этих цифр, мне трудно ответить на ваш вопрос. Хорошо. По поводу объемов внешнеэкономической деятельности, это мы с вами уже успели обсудить. А по поводу государственного бюджета, как он меняется с 2019 по 2022 год. Как пояснили в Министерстве экономики, почти на 3 миллиарда рублей увеличился госбюджет Абхазии к 2022 году. Значит, тоже это положительная тенденция, естественно, что увеличивается. Но опять же, возникает вопрос. Вот здесь в 2020 году фактически в бюджет поступило собственных доходов 4,8 миллиарда рублей. То есть из 11 500 всего, значит, половина, да, больше половины это не наши доходы, не доходы нашей республики, получается. Вот и поэтому я говорю, для того, чтобы дать окончательный ответ, насколько у нас экономика растет, и мы должны знать ВВП, валовый внутренний продукт, валовый национальный продукт, валовый внутренний продукт на душу населения. Если вот это покажет нам показатель, будет видно, тогда да, мы можем сказать, что у нас экономика растет очень хорошо. Но в основном, честно говоря, если вот так двумя словами сказать, пока мы улучшается у нас экономика благодаря российским помощи. А сколько это будет длиться? Кстати, вот данные по ВВП по Абхазии с 2019 по 2022 год тоже Министерство экономики подготовило. Рост ВВП составил 131%. Из данных Минэка это следует. По сравнению, суммарно. По сравнению. Совокупный объем к 2022 году, объем производства товаров, работ, услуг был 71 миллиард рублей. В сравнении с 2019 годом 46 целых. Вот как эти цифры понимать для обывателей, для слушателей наших, чтобы объяснить? Вот так смотришь на цифры, кажется, что такой значительный рост идет. Да, вы знаете, я не могу сказать, по всем показателям идет значительный рост. Но насколько они могут обеспечить нам экономическую безопасность? Вот возникает вопрос. Но многие экономисты говорят, что вообще проблема абхазского бюджета, абхазской экономики, это в том заключается, что у нас нет промышленного производства. Что если бы было производство внутри Абхазии, то и показатели были намного выше и лучше. Как вы думаете? Во-первых, это, конечно, хороший вопрос, но когда промышленность есть, и промышленность это хорошо, но вопрос встает, а у нас есть специалисты, которые будут работать в этом секторе экономики. Это первый вопрос. Второй вопрос, значит, вы знаете, у нас сегодня у нас в Абхазии все показатели хорошие благодаря туристической сфере, так? А у нас сельское хозяйство, почему у нас не растет? Вот вопрос стоит. Почему по сельскому хозяйству все у нас все хуже и хуже становится? Это у нас много еще наше население, многие находятся в сельской местности, они ничего не делают, потому что нет возможности, условий и требований, будем говорить, чтобы они работали, что-то зарабатывали. Пока это все вопросы не решится, это не 1%, не 10%, а это, знаете, в сельской местности очень много молодежи, которые нигде не работает и не учатся. Или имеют диплом, но нигде не устроится.
Ну, небольшие программы поддержки там по льготному кредитованию, программы, связанные там с развитием сельского хозяйства, 100 миллионов Минсельхоз направил, там в районах какие-то программы, вот эти точечные проекты. Ну, видимо, я, честно говоря, не очень сам в курсе дела. Я на это слушать я слышал, а вот насколько это достаточно, недостаточно, это первое. Второе, значит, кому достается тоже? Вопрос остается открытым. Ну, вроде Если бы... проводили открытый конкурс проводили бы, значит, не имеет значения, где он находится, чем хочет заняться, если он предложит соответствующий бизнес-план, и он выиграет конкурс, тогда будет открыто, понимаете, открытый печатание, что вот почему выиграл тот или иной человек, почему он выиграл, да, по каким показателям. А если нет таких показателей, конкурс-то, соответственно, не проводится, но комиссия собирается, знаете, там возникает много таких объективных и субъективных факторов, которые, значит, возникают непонятные позиции. В целом, если все-таки вот эти цифры рассматривать и по валовому продукту, и по показателям внешнеэкономической деятельности, вот о чем мы говорили, о данных Министерства экономики, если подытожить наш разговор, все-таки о чем свидетельствует, что происходило за 5 лет с нашей экономикой? Это свидетельствует, я с самого начала сказал, что у нас, да, действительно, у нас рост экономики есть. Рост экономики есть. Но по такими темпами мы сами себя не можем обеспечить ни через 5 лет, ни через 10 лет. Ну, какие предложения, на ваш взгляд, тогда это серьезный сигнал для правительства? Вы знаете, значит, так вот, двумя словами трудно сказать. Для того, чтобы дать аналитическую оценку, да, бедности, у нас, я сейчас просто вынужден затрагивать те вопросы, которые не входят в нашу дискуссию. У нас, я не видел на сегодняшний день социально-экономическое развитие Абхазии на 5 лет, на 10 лет. Есть отдельные цифры, опять же, не связаны между собой, а вот если единая программа, и, как говорят, дорожная карта по социально-экономическому развитию до 2025 года, до 2030 года, тогда, исходя любой человек может видеть, насколько мы растем или не растем, по каким позициям мы отстаем, и даже можно найти причину по какой причине. Пока этого нет, да, я еще раз говорю, что да, экономика растет, но я еще раз говорю, экономика растет в туристической сфере, не туристической сфере. Но на этом, да, видимо, у нас сельское хозяйство в упадке, а промышленность, трудно сказать, пока для того, чтобы запустить завод или фабрику, необходимо иметь специалистов, которые будут там трудиться. А у нас этих нет. Но что-то положительное за 5 лет, вот по этим цифрам вы все-таки... Положительные есть, безоговорочно. Есть положительное по сравнению с прошлыми годами и по темпам роста. И положительные есть, но это мало. Этого мало. А вы важную проблему затронули, отсутствие специалистов и рабочей силы. Вот насколько эта проблема, она будет решающей в развитии экономики? Мы сейчас видим, что много людей на заработки сюда приезжает, они занимают определенную нишу, и какая-то часть денег из Абхазии, не какая-то, а существенная сумма утекает из республики, получается. Это как влияет вообще на экономику? Да, дорогая, вы знаете, чтобы ответить на один вопрос, но не взаимосвязан с тем вопросом. Насчет, если вы говорите подготовки специалистов, значит, все наши выпускники хотят поступить или в российский вуз, или в Абхазский университет. Российский вуз имеет высшее учебное заведение. А среднее звено где взять? Среднетехнические работники где их взять? Одно дело, что у нас их нет, среднетехнических образований. Ну, там есть индустриальный техникум, и колледж, и какие-то училища, которые готовят, так сказать, первоначальная подготовка по профессии. А вот среднего звена у нас нет, и нет образовательных учреждений, где бы готовили. И честно скажу, учитывая наш менталитет абхазский, все родители почему-то хотят, чтобы ребенок получил высшее образование сразу. Он хочет, не хочет, кто его не спрашивает. А среднетехнически получить, быть мастером,
по ремонту чего-то, или мастером там строительной организации, чтобы работать. Это у нас и условий нет, и желаний нет у кого. А без этого трудно будет самим поднять экономику. Ну, все-таки не хочется пессимистично смотреть в будущее. Вот хочется какие-то прогнозы сделать тоже оптимистичные. Что нам нужно, чтобы развиваться, чтобы показатели улучшились экономически в разы, и это люди на себе ощутили в стране? Ну, это, знаете, двумя-тремя словами не скажешь. Вот это хорошо, это в естественном порядке не может. Во-первых, надо привести аналитическую работу, вот, и потом уже представить какие-то документы. Ну, еще раз, мое мнение, пока у нас правительство не разработает единую программу социально-экономического развития на 5 лет, на 10 лет, даже на 15 лет, нам трудно будет судить, в каком позиции оказываемся через 10 лет или через 15 лет. Трудно сказать. Но мы неоднократно были свидетелями представления разных программ «25 шагов развития экономики». А вот первое, что мне пришло в голову, и какие-то другие тоже программы были. Но чего в них не хватает, на ваш взгляд? В них не хватает, аналитической части не хватает. Не хватает аналитической части, не хватает, не был механизм, не был ими разработан механизм реализации этой программы. Поэтапный механизм реализации этой программы у них не был разработан. В первом порядке у нас почему-то все так масштабным, а более конкретным, где описывается, скажем, вот хотим увеличить, скажем, в сельском хозяйстве рост экономики за 10%. А дальше у нас должен быть по каким позициям и механизм реализации конкретно. Вот конкретно нигде не вижу. Благодарю, Хутам Суратович, что нашли время пообщаться с нами, ответить на наши вопросы. Спасибо.